По гидроэнергетическому потенциалу Кыргызстан занимает 3-е место в СНГ. Для страны, где нет месторождений нефти и газа, этот потенциал является основой энергетики. А энергетика является основой развития экономики государства. Энергетика – это жизненно важная экономическая и социальная отрасль нашей страны. – 85 лет назад, в 1934 году, Бюро Киргизского обкома ВККБ приняло постановление о переводе фрунзенских городских сетей на напряжение 6 кВт, создание диспетчерской службы и утверждение организационного и структурного органа управления фрунзенской энергосистемой Треста ФОГЭС. С принятия данного документа начался отчет истории энергосистемы Кыргызстана. Не будет преувеличением сказать, что деятельность энергетиков произвела коренной перелом в развитии государства, открыла новую эпоху в истории кыргызского народа. За прошедшие годы была создана мощная современная структура по генерации, передаче и распределению. В системе работает более 16 тысяч человек в составе государственных и частных предприятий. В структуре отрасли свыше 10 крупных и малых ГЭС, 2 крупные ТЭЦ. Основа жизнедеятельности городов Бишкек и Ош. В среднесрочной перспективе модернизация имеющихся ТЭЦ и ГЭС и дополнительное строительство ГЭС Нарынского каскада позволит довести среднегодовую выработку электроэнергии до 20 миллиардов киловатт-часов против нынешних 14 миллиардов киловатт-часов. Протяженность линий электропередач 67 200 километров. Установленная мощность всех объектов генерации 3932 мегаватта. Количество подстанций 110 500 киловольт. 24 112 единиц. Вся эта инфраструктура обеспечивает промышленные, общественные, культурные, бытовые объекты. Ежегодно в стране открывают новые производства, школы, больницы, детские сады и другие социально-бытовые объекты. Проведенная в 2015 году цифровизация телевещания обеспечила доступ к информации со всего мира всему населению Кыргызстана. Без энергетического обеспечения социально-экономическое развитие страны было бы невозможно. Согласно национальной стратегии развития 2040, Кыргызстан станет крупным производителем и экспортером электроэнергии в регионе. Обеспечит энергетическую безопасность и доступность энергоносителей для каждого потребителя. Для достижения поставленных целей необходимо провести модернизацию и цифровизацию отрасли. Требуется выполнить целый комплекс мер для наращивания генерирующих мощностей, внедрения новых технологий, развития рынка электроэнергии и финансового оздоровления. Одновременно необходимо заменить изношенную инфраструктуру, приборы учета, линии электропередач, трансформаторы, построить новые, и этот процесс уже идет. Введение в строй в 2013 году ЛЭП «Датка-Юг» обеспечило энергетическую независимость юга страны от энергосистем соседних государств. Десятки тысяч энергетиков Кыргызстана напряженно трудятся во всех уголках республики для реализации этих планов. А ведь совсем недавно ситуация в отрасли была совсем другая. Многие годы после приобретения независимости страна испытывала кризис отрасли. Для преодоления кризиса в феврале 2016 года был создан Национальный энергохолдинг. Его главная задача – обеспечить бесперебойные поставки тепла и света в каждый дом и каждое предприятие Кыргызстана. Разработанная перспективная программа развития энергетики основана на единой стратегии и системном подходе в управлении. В стране имеется для этого развитая система электропередач, которая взаимодействует с энергосистемой соседних стран, предоставляет им услуги по регулированию мощности, может экспортировать от 1 до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Внедрение необходимых финансовых инструментов для развития – это сложный вопрос, включающий принципы и источники финансирования и формирования тарифов.
Это не только финансовые, технические, но и социальные проблемы. Энергетика всегда была социально ориентированной отраслью. Вся ее 85-летняя история подтверждает это. За годы в жизни народов Кыргызстана произошли колоссальные преобразования. Нынешним кыргызстанцам доступны самые последние достижения современной науки и техники, которые предыдущие поколения даже не могли себе представить. Образованный, развитой народ живет в цивилизованной стране, и у него есть будущее. И в этом главная заслуга энергетики Кыргызстана. Устойчивое и уверенное развитие Кыргызской республики в 21 веке – это единство народа и развитие энергетики страны. С юбилеем вас, работники отрасли!